Короче, пацаны, я упал. Я упал на скорости 60. За городом я стантил. Агрессивная езда. Там ван-хенд, пан-хенд. Левую руку отпускаю и назад падаю на скорости 60. Чиркаю бугелем метров 3. Одна немножко стерлась здесь. Вот. Отлетела пега, улетела куда-то там. Потом я нашел. В сумке валяется. Труба немножко туда ушла. Надо будет выпрямить обратно. Пега, как всегда, принял на себя удар и помялась, так скажем. Там фольга, если честно, крепление надо будет зимой нормально сделать. И пегу надо поменять с металлического на полиуретан, или как там материал называется, капролон, либо что-то такое. Грипсу немножко порвал. Вот. Это все херня. Защита рычагов завтра приедет, завтра поставлю. Было бы хорошо, если бы защита рычагов здесь стоял сейчас. Потом что, слайдера, как всегда. Вот эта царапина была тот раз, вот эти мелкие костки, благодаря этому падению. И китайские дешманские слайдера на перьях спас перья от царапин, от удара. Вот она приняла на себя удар. Вот такой формы она стала, надо будет заказать. Так, что, как всегда, царапина, это все херня. Она вся целая, только царапина. Вот эта херня надо будет нормально выпрямить, сделать. Так, потом что? Я вижу многие блогеры там для инстаграма, для вот этого всего стантят без экипа, без шлема, чтобы лицо было видно. Никогда вот этого не делайте, пацаны. Я не люблю вот такие вот дела, когда катают без экипа, тем более стантят. Вот, я сам катался на экипе, черепаха, вот, она вся спас меня, так скажем. Только наколенников не хватает. Я даже без наколенников, без ничего, в шортах, даже без царапин вообще. Благодаря черепахе там, сумка, я не знаю, что там с ним происходит, царапина, наверное. Весь в пыли, наверное. А так я вообще целый. Я такой, еду, короче, на заднем, вот так вот, татах. Я там назад падаю, скутер вот так вот, короче, вот так. Как-то там улетело куда-то. Я такой думал, все, скутер хана ему. Слайдер был хороший. Нет, вообще она целая стала. Я такой упал, встал, скутер поднял, насел на него и дальше на заднее поехал. И когда на заднем еду, короче, я такой, что-то здесь не то. Я думал, руль кривой, короче, колесо вот так, руль как-то вот так вот стоит. Я такой, перья уже, наверное, либо траверса погнула. Я такой останавливаюсь, как на велике, руль делаю, короче, она ровно становится. Благодаря этому, то что она, как клипон его здесь вынос, проворачивается немножко там. Когда удар приходит на руль, она немножко там проворачивается и удар гасится, так скажем. Благодаря этому перья, траверса, все целое. Даже без царапин благодаря этому пегу. Тот раз, когда я падал с креста, я делал крест, там асфальт был херовый такой, волнами. Я такой встал на него, я чувствую, мопед вот так вот уходит. Я только спрыгиваю с него на ногу, приземляюсь и на спину падаю. Поцарапал шлем, экипировку, черепаху. Потом я такой лежу, встаю, я такой не слышу, то, что скутер падал, там, упал, там. Вот этого не слышал. Я такой поднимаюсь, смотрю, скутер, короче, кругами едет вот так вот. Я такой, надо за ним. Я такой, успею, не успею. В итоге я не успел, она упала, и получается вот маленькая коцка. Потом немножко пега вот ушла вот чуть-чуть. И ничего даже с этой пегой не случилось. Вообще, наверное, здесь что-то там есть. Да, вот маленькая коцка. И пега вот это спасла вот. Так что готовьте скутера для станта. Какими бы не были профессионалами, вы по-любому пойдете. Вот, как я и говорил, купил защита рычагов. Вот. Наклейки тоже были в комплекте, но я благополучно
Левую сторону направо, правую сторону налево приклеил. Так. Они же вот, у них же отличия есть. Вот. А я посчитал то, что она вот так вот стоит и... Короче, понятно, да? Так. Теперь это все дело как-то вот так вот надо закрепить. Сейчас сначала режем грипсы, чтобы поставить вот эти. Кстати, защита рычагов бывает два типа. Бывает вот такая крепление, бывает херовое крепление. Вот это крепление топ. Она держит хорошо. А тот, который, ну, похож на вот эту, она вся ходуном ходит вот так вот. Лучше, конечно, вот такие. Они чуть подороже стоят, но большой разницы нет. Много чего поставил. Защищать будет теперь, наверное. Ну, это проверенная техника, проверенная деталь, которая, ну, стопудово защитит. Рычаги там и так далее. А какие трудности были? Трудности были с левой стороны. Вот здесь. Почему? Потому что вот эта херня мешает она. Видите, она туда упирается вот. И получается либо рычаги ниже, защита выше, типа такого. Пришлось подогнуть вот эту херню. Она была почти 90 градусов. Ну, типа такого было. Я ее сделал немножко прямо вниз. И вот. Теперь все стало. Все зашибись. Так, еще что пришлось сделать? Пришлось сделать вот этот, срезать здесь. И плюс пластиковую ручку вот здесь вот подрезать тоже, чтобы вот это, чтобы она не клинила. Сейчас вот ничего не клинит. А с той стороны получается что? Получается, я сначала тоже так же, как там, срезал грипсу. Вот. Потом что-то я подумал. И обратно поставил. Тут дырку сделал. Вот тут. Все поставил, все зашибись. Вот. Выглядит вот так. Ну, наклейки я испортил, конечно же. Но это ничего страшного, я думаю. Это же китайский, не Асербис. А смысл ставить наклейку Асербис, если это не Асербис? Вот, получается такая херня. Вот. Крепление вот здесь. Все, подтянул, затянул. Надеюсь, теперь вот такого не будет. Такого, там, вот такого. Ручку надо будет потом покрасить. Потом что? Ну, в следующем сезоне закажу такую же ручку туда. Поставлю. Наклейки, может быть, сделаю. Либо свои, либо другие. Либо сервис. Что еще по мопеду? По мопеду все нормально, только надо помыть. Все. И я хочу сделать, усилить вот это крепление как-то. Я пока думаю об этом. Как сделать, чтобы при падении она не уходила вот туда. И в то же время, если, ну, например, завалить туда хорошенько, но она погнет вот эту херню. Крепление мотора. Вот. Как-то по-другому надо сделать. И я заказал, получается, капролон, чтобы вот сюда поставить. Вот сюда. Чтобы она стиралась. Чтобы металл не передавал всю инерцию, весь удар туда, в крепление. Тут то же самое будет. С 4 сторон будет, короче, вот эти капролоновые вставки. Я думаю, туда размер чуть-чуть побольше сделаю. Она будет длиной где-то, ну, сантиметра 1,5, может быть, максимум. Я забью ее туда. Несколько штук запасом сделаю, чтобы, ну, если она стерлась, поставить другую и гонять дальше. Тот раз я упал, получается, вот это крепление еще сломал. Надо будет заклеить. В остальном все нормально. Защита вообще мне нравится что-то.
Вот, например, Enduro, да? Такой же почти рычаг. Такая же крепление. Вот. Кстати, оторвана. Но она до сих пор работает. Вот. Она спас, вот. Видите, она уже отработала свое. Видите, как рычаги целые. Вот здесь то же самое. Вот. Она даже вот так вот болтай, шалтай. В то же время рычаги целые. Она уже форму потеряла. Она вот так вот ушла. Она должна быть, ну, вот так вот. Она, блин, очень часто падает. Поэтому вот такая херня. Я-то не постоянно падаю. Ну, в месяц один раз, наверное. И то не сильно. Вот. Думаю, все будет работать. Чики-пуки. Получается такие дела. Ну, ставьте себе тоже. Защищайте мопед от падения. И ничего страшного такого не будет. Одна баночка. Люкс. Тот закончился. Мало там осталось. Вот. Надо залить. Кстати, у меня бензина нету. Опять же, все разобрал. Решил все-таки глянуть вариатор, пока не поздно. Пока столбики нахрен не вырвало. Вот что мы имеем. Я поставил только что новые слайдера от 139 мотора. Они чуть больше. Но я думаю, это ничего страшного. Вот. Что у нас получается? Получается у нас вот. Сейчас. Получается у нас вот что. Столбики, видите, как они криво, косо. Их сожрало. Вот. Вариатор так-то уже на выкидыш. Выкинуть надо его уже. А жалко выкинуть, потому что вот здесь вот она идеальная. Где ролики ходят, там идеальная она. Я решил обойти систему вот так вот. Поехать аргончику. Наварить сюда металла. Точнее алюминия. Вот так вот. Потом бурмашиной потихоньку стачивать, пока не встанет вот эти направляющие. Вот. И дальше буду ездить, пока в другом месте выработки не станет. Ну, здесь ничего страшного. Главное, самая больная тема для вариатора — это вот эти дорожки. Если их сожрет, то все, вообще без вариантов. Не можешь никак сделать. А здесь, я думаю, ничего сложного можно сделать, наверное. Ну, как время будет на днях, сгоняю к аргонщику. Я ему написал, скинул видос, как типа, ну, все надо делать и так далее. Он сказал то, что можно замутить, можно попробовать. Вот. Так что обходим систему. Экономия, так скажем, денег. Так что ждем. Вы видели, да, что с моим вариатором было? И, короче, что я? Ну, за 25 тысяч новый вариатор я покупать, конечно же, не хотел. И как бы сезон заканчивается. Как-то добегать, докататься надо. И я решил такой прибегнуть к эксперименту такой. Я долго думал. Жалко выкидывать такой хороший вариатор. У него все ровно, везде стенки вот эти, где ролики ходят, везде зашибись. Что я сделал? Я, короче, отвез аргонщику. Аргонщику все показываю. Он говорит: не надо объяснять. Я же вижу, где изношенное, заварю. 2 часам заберешь. Я говорю, на WhatsApp напишите мне, как готово будет. Ну, он говорит: хорошо, давай. Короче, 3 часа, блин.
3:30 уже. Я сижу, блядь, давай-ка я позвоню. Че он пропал так? Че он там делает до сих пор? Короче, позвонил. Говорит, готово? Я говорю, пиздец, блядь, сколько я времени потерял. Ну, короче, подъезжаю. Смотрю, блин, а там не сделано до конца. Одна стенка там сбоку, короче, не заварена. Я говорю, что это? Не заварили. Говорит, про это разговора не было. Ты можешь не доебаться до этого. В разговоре я внимательно слушаю. Какой там внимательный? Я даже штангенциркуль, коленвал, маленвал, слайдера, паук, все притащил. Я показывал. Он говорит, вижу, заварю. Короче, потом он опять где-то 5-10 минут там варил. Подождал. Потом говорю, на карточку закину, давайте. Он говорит, ой, у меня карточка нету, блин. До этого я на карточку ему скидывал. Короче, либо у него настроения не было, либо желания не было, как бы. И что по итогу, короче, смотрите. Я сейчас видос поставлю, либо до этого видоса нарезочку вот эту, которую я сварщику снимал. И что имеем по итогу? По итогу имеем вот это. Я жаль то, что не снял. Он как заварил вот здесь бутерброд какой-то. Грибы были. Не суть, я, короче, бурмашиной, напильником, со всеми, короче, подручными средствами запиливал и сделал вот так вот. Завод же. Завод. Вот. Теперь буду экспериментировать то, что, я думал изначально то, что тут алюминий другой. Она типа износостойки, там она что-то мне доверие не внушает, то, что это здесь алюминий необычный. По-моему, тут алюминий обычный, потому что она капец тут стерлась в тот раз. Короче, суть вот. Заварил, сделал, все допилил, запилил, все идеально, подходит, теперь на верхах греметь не будет. Вот. Если у вас тоже на полную ручку газа где-то 80, разгоняйтесь, ручку газа резко закрываете, и у вас стук идет из вариатора, то либо слайдера, либо стенки вот эти, столбики изношены. Вот я сделал, теперь все идеально. Сейчас я соберу, покатаюсь. Кстати, я слайдера поставил от 139 мотора, чтобы легче было найти. Под него сделал столбики вот эти, чуть-чуть они шире. Вот. Даже я вижу на новых китайских вариаторах вот этот шат даже там огромный, когда новая даже. Я не представляю себе, как она будет в изношенном виде, вот этот шат. Тут шат должен быть, потому что она, если туго будет, то она, возможно, будет подклинивать. Так что я сделал с запасом. Все нормально, допилил, запилил, короче, все ровно. Вот. Сейчас, короче, ставлю. Что я скажу по тому, там же я бумагу ставил, экспериментировал, так скажем. Эксперимент провален, потому что бумага порвалась и, короче, не знаю. Я сначала поставлю, как, вот, может, вариатор вот стучал. Короче, я вот как есть, так и соберу без этого, чтобы она вот так вот чуть-чуть болталась, шалталась, короче. Все соберу, потом покатаюсь, потом увидим разницу. Я сегодня просто так соберу, вот здесь вот грязно, пыльно, короче. Это я потом сделаю, все отмою, все почищу. Сегодня просто я так поставлю. Да ладно, хер с ним, этим сварщиком. Заварил так заварил, бабки заплатил, все хорошо. Я думал, блин, все отдал. Если сейчас он скажет, то что не варится этот алюминий, там плавится, не так варится и так далее, то это было бы печально, то что я остался бы без скутера, потому что запасного вариатора у меня нету. Вот. Так что все хорошо, все нормально. Рискнули, получили нормальную деталь. Наработали сами, сделали. Я поставил, сейчас на тренировку поеду, протестирую. И завтра вскрою, все помою, почищу, все обратно соберу. Вот. Слайдер вчера под дождем в навесе стоял. И то заржавело вся, блин. Бугель. Как всегда. Вот это надо будет сегодня освежить. Чиркнуть еще раз.
Так, что еще? Ну, глушитель, как всегда, заржавел везде. Вот. Я вот эти хочу усилить крепление, потому что они из маленького удара постоянно гнется в эту сторону. Я постоянно думаю, что сделать, как сделать. Я хотел сначала вот этот болт подлиннее найти и насквозь, короче, затянуть тут. А не получится, потому что тут вот этот болт именно идет, где вот эта пластина стоит, вот эта. Именно туда она идет. А отпиливать вот эту пластину я не хочу, потому что она крепит, держит качалку, качалка держит мотор, короче, вот эта цепочка, так скажем. Надо сделать как-то вот здесь вот, втулку надо сделать с резьбой, наверное, заварить сюда полностью, вот этот пайп сюда закрутить полностью на вот эту черню, и получается либо отпилить пеку вот здесь вот, либо оставить и короткую из полиуретана или капролона, как там, капролон с добавлением графита, вот черная идет с озона, придет, как я сюда сделаю, у токаря закажу, чтобы он выточил вот такую примерно, ну, сантиметр 1,5, может 2 может сделать и поставить, потому что если она будет тереть асфальт вот этим капролоном, то она немножко гасит удар. А когда металл трет асфальт, тогда весь удар приходит на вот это крепление, так скажем. Вот здесь она гнутая. Все слайдероводы поймут, наверное, о чем я. Потому что постоянно приходится из каждого падения доставать монтировку, вот это запихивать и выпрямлять, так скажем. Я не хочу, чтобы она каждый раз при каждом падении вот здесь вот играла вот так. Я хочу, чтобы она мертво стояла и здесь капролон стоял, чтобы она приняла на себя удар, стиралась сколько захотела и все. Как на пауках, как на клетках, на спортах. Также она трет асфальт, но только стачивается вот этот капролон, а весь удар уходит куда-то непонятно куда. Вот так же я хочу сделать. Со скутером все нормально, все хорошо, но почему-то на холодную она вообще херово заводится. Подсос выдергиваешь, кикаешь около 10-15 раз, потом только она заводится. Иногда везет, иногда, короче, с полпина заводится на подсосе. Иногда вот мозги делает. Я не знаю, в чем проблема. Но проблема может быть в китайском корбе, не знаю. Я заказал холостые жиклеры нормальные. Тут полностью винт качество закручено. Объединена смесь, но, по-моему, еще не хватает ему воздуха. Я хочу еще меньше поставить жиклер холостого хода и попробовать. На верхах все нормально едет. Я заказал вот эти слайдера на перья. Ну, еще идут. Вот, потому что вот эту надо менять, то, что она кривая вот здесь. Вот здесь отсутствует, потому что тот раз я упал, снял, выкинул, короче. В следующем сезоне я буду красить траверсу, перья в черный цвет, потому что этот цвет вообще не в тему. И лапу кикстартера, она тоже вот такая синеватая, серая такая. Я хотел просто, чтобы они были как стоковые. Ну, подбор краски сделал она вот так вот. Короче, вот такая система. Что по плану на следующий сезон? На следующий сезон я хочу сделать, поставить подножку пассажира заводскую нормальную, сделать вот этот, покрасить траверсу, перья, ну, может быть, поставить, нет, точно я поставлю колокол, винкулер либо поставлю и ремень поменяю на топ перформанс. И все вроде. Либо поршень с кольцами махну на новый. И все. Так, как говорилось, обслуживаем. Так. Все четко. Вчера покатался от души, так навалил конкретно. Все как было, так и есть. Ничего не отломалось, ничего не сломалось. Надо обслуживать тоже вариаторную часть, кроме фильтров. Вот. Все чисто теперь.
Сейчас отмываем вот это все и заново собираем. И вот шайбу для этого, чтобы втулку удлинить. Берете, едете в магазин, берете просто медные шайбы вот такие. Она точь в точь такая. На 150-ку можете найти, на 139, на все моторы. Вот. Видите, тут только стандартные размеры, ширина вот эта. Вот. Никакие там свечи зажигания, мучиться не надо, там я сам пробовал, не откручивается ни хрена вот эта шайба. Через, блин, боль и страдания только откручивается там. Лучше берите за, блин, дешман, это вообще копейки стоит. Вот эти покупайте, вот эти медные шайбы. Вот, вставляйте и все. Когда снимаешь аккумулятор, блин, вот этот пластик меня одного бесит, то что она вот не снимается вот так вот просто. Короче, надо ловить момент какой-то там вот так вот. Сидуху открывать, вот эти, короче, вот так вот доставать как-то там. Потому что она там упирается. А вот тут, вот туда упирается, короче. И раком, боком как-то, блин, постоянно надо ловить этот момент. Почему-то разобрал это все. Потому что она со стартера, блин, постоянно не заводится. Бужок, 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 бужок и все, блин. А я все разобрал, аккумуляторы, блин, проверил. 13,3 показывает. Включаешь, блядь, вот так вот, она сейчас заводится, блядь. А, нет. Ну, что с ним, блядь? Давай подсос откроем. Только что завелась, блин. Теперь не хочет. Все по настроению, короче. Короче, будем искать причину. И чё? И чё? Проблема в чем? Проблема в массе. Массу дополнительно закинул с аккумулятора на картер. Так-то у стартера тоже масса есть. Отдельный провод идет к нему. Она идет в аккумулятор. Не знаю, почему его не хватило. Вот так вот. Теперь, блин, китайские вот эти лягушки мозги делают вот эти. Вот так вот здесь сделано. А, блин, больше никак. Ну, что-то с ним надо сделать. Короче, кнопку либо поставить надо. А то этот стоп постоянно горит. Она там этот плавит патрон, если она будет постоянно гореть. Аккумулятор, наверное, подсел немножко. И без подсоса это. Вот. Ну, теперь нормально, блин. А то постоянно с кикстартера это такой себе. Короче, временно такую херню замутил. Зажал просто вот здесь. И вот. Короче, так не работает. Это лягушка, короче, ручная. Зато задолбали вот эти китайские, блин. Они ломаются и ломаются. Я другие закажу еще. Другого типа. Попробую, поставлю. Ну сколько хватит, я не знаю даже. Так, очередной день. Слайдер вот стоит. Что сегодня я сделал? Я сделал вот такую кнопку, блин. Короче, ключ поворачиваешь, не горит. Нажимаешь, горит. Почему? Потому что вот эти китайские лягушки с Алиэкспресса, которые, блин, они задолбали. То работают, то не работают. Сейчас вообще перестали работать. И стартер я вроде сделал. То, что у меня проблема была, то, что она не заводилась со стартера. И на горячую, и на холодную. Как будто оборотов стартера не хватает. Я накинул массу еще одну на мотор. Она прямо идет на аккумулятор. И вроде более-менее стало. Сейчас она холодная. На холодной она с электростартера не заводится.
Но хоть на горячую, я думаю, будет заводиться. Подсос подняли. Не знаю, вряд ли заведется сейчас. Что, вот нажали кнопку и... Давай. Чуть-чуть подсос уберем. Не до конца. Вот так вот, короче. И потом кнопку обратно нажимаем, и она гаснет. И что сегодня я сделал еще? Я разобрал всю вариаторную часть, все помыл, все почистил. И крышку я посадил на герметик. Почему? Потому что она, когда вот так вот стоит, бывает, ну, в один момент, короче, здесь бензин потечет, и через щель вот этот попадает на цепление, и цепление буксует постоянно. Старт пропадает, херово начинает ехать, вот это все. Зачем оно? Ну, мотор грязный, сейчас внимания не обращайте, потому что у нас вот такая погода, везде лужи, везде говно. Вот. По плану что еще? Ну, пружины цепления мягкие, надо пожестче поставить, чтобы она с ручки вставала. Сейчас она, ну, то встает, то не встает, короче, по желанию. Ему чуть-чуть жесткости не хватает. В остальном все нормально. Не знаю, мне не нравится задний тормоз, вот этот. Она вот тормозит, короче, а перед вообще она колом, вон, все. А вот этот потихоньку, короче, уходит. Когда перегревается тормоза, она вообще до упора почти уходит. Бывает то, что она не вывозит. Иногда, когда делаешь скрейп. Вот, труба. Ну, вот такая труба становится после сезона, если не покрывать лаком. Я хотел покрыть лаком, что-то потом подумал, короче. Я и поставил, и потом снимать охота не было. И вот она заржавела вся. На заводе Stage 6, походу, экономит сильно лак. Ну, короче, зимой я разберу полностью вот этот от ржавчины, почищу, полирну и лаком покрою. Она будет типа, ну, блестящая такая. Поршневая Athena Sport вообще тема. Она и стритовая, и для площадки пойдет. Берите, короче, Stage 6. Вот дождливая погода, вот постоянно у меня вот такая херня, вся спина в грязи, весь шлем в грязи, все летит, короче. Я решил сделать крыло заднее. Если поставить стоковое, обычное, она убого будет выглядеть, и во-вторых, она будет цеплять, когда ты будешь делать скрейп. Чтобы не цепляла, она вот палку берем, просто вот так вот привязываем. И с этого начинаю вот этот. Я думаю, вот эту я переделаю сейчас. Вот это крыло. Как-то туда вот так вот поставлю. Как на Гилере будет, короче, крыло. Так, что мы делаем? Это для мотоцикла. У них колесо узкое, поэтому она была гнутая вот здесь, вот под прямым углом. Я здесь сделал, чтобы она была более плоская, чтобы она больше закрывала. Вот так вот. Теперь хорошо она закрывает. Теперь надо вот здесь крепление. Ну, примерно вот здесь вот гнуть вот так вот. И что-то как-то мутить тут крепление для этого. Вот крыло. Вот результат. Чистое, абсолютно чистое все. Даже стоп-сигнал чистое. Все чистое. Вот. А там все в говне. Короче, все работает, все четко.